свой эстрадный номер предлагает вам актер Чеченского театра и кино Султан Исламов. Вас приветствует самый обаятельный джигит Чеченской Республики Султан Зов! Вот в последнее время вот странный народ, потому что вот меня уволили с телевидения. Представляете? Но ничего, я не обижаюсь, такие, как я, на дороге не валяются. Когда я иду по Грозному, девушки охали-ахали и говорили: смотрите, вот он, Султан, чеченский Леонардо Ди Каприо. Недавно я приехал в Махачкалу, хотел устроиться на работу в Махачкалинск, Дагестанское государственное телевидение. А мне говорят: а вы хорошо говорите по-русски? Я говорю: да. А вы знаете, у нас очень много чеченцев в Дагестане. Вот они очень много нам дают объявлений, и мы не можем их перевести на русский. А вы можете? Я говорю: могу. Например, вот такое объявление. В ночь с 1 на 2 ноября угнана корова мокро-асфальтового цвета. Пожалуйста, скажите, где наша корова? Мы хотели вермишель на молоке. Вообще-то я люблю объявления, например, вот такие. Выдам тещу замуж, возможно, доплата или обмен. В последнее время очень много говорят о терроризме. А я, например, терроризма не боюсь, потому что я 5 лет уже как жена. Недавно я поехал в Москву. По-русски я не очень говорю. Иду я вот такой красивый по проспекту, по Кутузовскому проспекту. Вот эти меня останавливают и говорят: вы когда приехали? Я тогда знал одно слово: чуть-чуть. Я говорю: чуть-чуть. Вы откуда приехали? Чуть-чуть. А у вас регистрация есть? Чуть-чуть. Вы что, ненормальные? Я говорю: чуть-чуть. А вот это моя прическа, мне в Москве недавно делали. Мы там в Чечне вот это нет, варили, у меня все волосы упали. Вот мне сделали эту прическу, потому что я собирался ехать в Америку. Называется эта прическа «Султан». Ты великолепный! Вот я хотел немножко рассказать о поездке в Америку. Вот мы полетели в Америку. Наш самолет приземлился на самом красивом аэропорту Нью-Йорка. Боже, красота! Никто нас там не воровал, никто ямы там не копал, никто нефть там не варил. Конечно, я плохо говорил по-английски, я решил прогуляться по вечернему Нью-Йорку. Каждому встречному я говорю: I love you. Они так странно на меня смотрят. Воспитания абсолютно никакой. Самый гостеприимный народ — это кавказцы. Это я вам говорю. Когда они узнали, что с делегацией приехал чеченец, устроили мне пресс-конференцию. На меня направили камеры, как пушки. Сзади встает один негр и спрашивает: скажите, пожалуйста, правда, что у вас идет жестокая война? Да. Сильно бомбят? Да. В подвалах сидите? Да. И хлеба не было? Я говорю: конечно, не было. А он спрашивает: вы что, колбасу масло прямо на колбасу мажете? Бесполезно, все равно они нас не поймут. После конференции ко мне подошла такая красивая американка. И она спрашивает: сэр, у нас идет конкурс, не хотели вы участвовать в нашем конкурсе? Я говорю: всегда, пожалуйста, мадемуазель. Я думал, что это конкурс красоты, оказалось, это конкурс кривых ног. Правда, у меня ноги нормальные. Если это был бы конкурс «Самый красивый нос», я уверен, что гран-при был бы у нас на Кавказе. Ну, наша поездка закончилась, и мы решили вернуться домой. Когда мы летели домой, с такими усами, с такой бандурой
выскакивает с задних рядов, такой большим носом грузин. Правда, не такой больше, как у меня, но чуть-чуть маленький. И он говорит, летим в Тбилиси. А наши в самолете такой шорох, так гам-гум, и мы приземлились в аэропорту Тбилиси. Нас загнали в аэропорт, и там мы сидим голодные. Потом вечером подходит официантка грузин, говорит, студент, что вы будете есть? Я удивленно спросил, откуда вы узнали, что я студент? Такой измученный вид, говорит. Может быть, только у студентов. Ладно, сказали. 2 куска хлеба, стакан воды, пожалуйста. Она так удивленно на меня посмотрела, потом начал играть во мне кавказская кровь. Я сказал, гулять так гулять, ведро воды, 2 буханки хлеба. Она стоит на меня, смотрит, я говорю, вы что стоите, вы думаете, если чеченец пылчив, его дразнить можно, да? Да бросьте вы, она мне говорит, вы не чеченец, вы грузин, такой нос может быть только у грузина. Я так обиделся и сказал, оставьте себе. У нас в Грозном и Махачкале за 4 рубля, вот, хлеб, вот, только. Я приехал домой. Что у меня дома творилось? Моя жена, индийская кобра, вот. И к нам в гости приехала моя теща, супер кобра. И говорит, вот ты разгуливаешь по всему свету, а моя дочь дома сидит, так дело не пойдет. Здесь я так разозлился, сказал, теща, в моем доме ты мне не командуй, понятно? Если ты не согласна, возьми свою дочку вон из моей хаты. Нас мало, но мы в тельняшках. Мы вас очень любим. Спасибо вам. Мы ваши братья. Свой эстрадный номер предлагает вам актер Чеченского театра и кино Султан Исламов. Вас приветствует самый обаятельный чигит Чеченской Республики Султан Зос! Вот в последнее время вот странный народ, потому что вот меня уволили с телевидения. Представляете? Но ничего, я не обижаюсь, такие, как я, на дороге не валяются. Когда я иду по Грозному, девушки охали-ахали и говорили, смотрите, вот он, султан, чеченский Леонардо Ди Каприо. Недавно я приехал в Махачкалу, хотел устроиться на работу в Махачкалин, Дагестанское государственное телевидение. А мне говорят, а вы хорошо говорите по-русски? Я говорю, да. А вы знаете, у нас очень много чеченцев в Дагестане. Вот они очень много нам дают объявлений, и мы не можем их перевести на русский. А вы можете? Я говорю, могу. Например, вот такое объявление. В ночь с 1 на 2 ноября угнана корова. Мокро-асфальтового цвета. Пожалуйста, скажите, где наша корова? Мы хотели вермишем на молоке. Вообще-то я люблю объявления, например, вот такие. Выдам тещу замуж, возможно, доплата или обмен. В последнее время очень много говорят о терроризме. А я, например, терроризма не боюсь, потому что я 5 лет уже как жена. Недавно я поехал в Москву. По-русски я не очень говорю. Иду я вот такой красивый по проспекту, по Кутузовскому проспекту. Вот эти меня останавливают и говорят. Вы когда приехали? Я тогда знал одно слово. Чуть-чуть. Я говорю, чуть-чуть. Вы откуда приехали? Чуть-чуть. А у вас регистрация есть? Чуть-чуть. Вы что, ненормальные? Я говорю, чуть-чуть. А вот это моя прическа, мне в Москве недавно делали. Мы там в Чечне вот это не отварили, у меня все волосы упали. Вот мне сделали эту прическу, потому что я собирался ехать в Америку. Называется эта прическа «Султан». Ты великолепный.
Вот я хотел немножко рассказать о поездке в Америку. Вот мы полетели в Америку. Наш самолет приземлился в самом красивом аэропорту Нью-Йорка. Боже, красота! Никто нас там не воровал, никто ямы там не копал, никто нефть там не варил. Конечно, я плохо говорил по-английски, я решил прогуляться по вечернему Нью-Йорку. Каждому встречному я говорю: I love you. Они так странно на меня смотрят. Воспитания абсолютно никакой. Самый гостеприимный народ — это кавказцы. Это я вам говорю. Когда они узнали, что с делегацией приехал чеченец, устроили мне пресс-конференцию. На меня направили камеры, как пушки. Сзади встает один негр и спрашивает: скажите, пожалуйста, правда, что у вас идет жестокая война? Да. Сильно бомбят? Да. В подвалах сидите? Да. И хлеба не было? Я говорю: конечно, не было. А он спрашивает: вы что, колбасу масло прямо на колбасу мажете? Бесполезно, все равно они нас не поймут. После конференции ко мне подошла такая красивая американка. И она спрашивает: сэр, у нас идет конкурс, не хотели вы участвовать в нашем конкурсе? Я говорю: всегда, пожалуйста, мадемуазель. Я думал, что это конкурс красоты, оказалось, это конкурс кривых ног. Правда, у меня ноги нормальные. Если это был бы конкурс «Самый красивый нос», я уверен, что гран-при был бы у нас на Кавказе. Ну, наша поездка закончилась, и мы решили вернуться домой. Когда мы летели домой, с такими усами, с такой бандурой, вскакивая с задних рядов, такой большим носом грузин. Правда, не такой больше, как у меня, но чуть-чуть маленький. И он говорит: летим в Тбилиси. А наши в самолете такой шорох, так гам-гум, и мы приземлились в аэропорту Тбилиси. Нас загнали в аэропорт, и там мы сидим голодные. Потом вечером подходит официантка грузин, говорит: студент, что вы будете есть? Я удивленно спросил: откуда вы узнали, что я студент? Такой измученный вид, говорит. Может быть, только у студентов. Ладно, сказали. 2 куска хлеба, стакан воды, пожалуйста. Она так удивленно на меня посмотрела, потом начал играть во мне кавказская кровь. Я сказал: гулять так гулять, ведро воды, 2 буханки хлеба. Она стоит на меня, смотрит, я говорю: вы что стоите, вы думаете, если чеченец пыльчив, его дразнить можно, да? Да бросьте вы, она мне говорит, вы не чеченец, вы грузин. Такой нос может быть только у грузина. Я так обиделся и сказал: оставьте себе. У нас в Грозном и Махачкале за 4 рубля вот хлеб, вот только. Я приехал домой. Что у меня дома творилось? Моя жена, индийская кобра, вот. И к нам в гости приехала моя теща, супер кобра. И говорит: вот ты разгуливаешь по всему свету, а моя дочь дома сидит, так дело не пойдет. Здесь я так разозлился, сказал: теща, в моем доме ты мне не командуй, понятно? Если ты не согласна, возьми свою дочку вон из моей хаты. Нас мало, но мы в тельняшках. Мы вас очень любим. Спасибо вам. Мы ваши братья.